По биологии общая характеристика бактерий, многообразие и значение бактерий. Сегодня на уроке мы узнаем о строении бактерий. Поговорим о том, какую роль играют бактерии для жизни на Земле. Рассмотрим, какие бактерии приносят пользу человеку. Увидим, какие бактерии являются опасными для человека и как от них защититься. Давайте вспомним, на какие царства принято разделять живые организмы. На царство бактерий, царство грибов, царство растений и царство животных. Мир вокруг нас полон чудес. Стоит только по-другому взглянуть на привычные вещи, и волшебные превращения не заставят себя долго ждать. Горшок с геранью, стоящий на окне, вдруг окажется настоящим зоопарком, а клумба около дома – непроходимыми джунглями. Научиться видеть невидимое легко. Достаточно просто быть внимательным, ведь часто такое удивительное кроется в самых привычных для нас вещах. Все без исключения функции для поддержания жизни на Земле были исполнены простейшими одноклеточными организмами, в том числе и бактериями. На Земле нет практически места, где бы не встречались бактерии. Это самые древние существа на Земле, которые появились около 3,5 миллиардов лет назад. Для сравнения, Земля возникла 4 миллиарда лет назад, а Вселенная – 14, человечество – несколько десятков тысяч лет назад. Особенно много бактерий в почве. В 1 грамме почвы могут содержаться сотни миллионов бактерий. Бактерии – самые мелкие существа на Земле. Бактерии относительно просто устроенные микроскопические микроорганизмы. Практически на Земле нет места, где бы они не встречались. Они живут во льдах Антарктики при температуре минус 83 градусов Цельсия и в горячих источниках при температуре плюс 85 градусов Цельсия плюс 90 градусов Цельсия. Особенно много их в почве. Впервые бактерии увидел и описал голландский натуралист Антон ван Левенгук в 1676 году. Как и всех микроскопических существ, он назвал анималькули. Жизнь на Земле без бактерий невозможна. Бактерии гниения и разложения превращают погибших растений, животных и мусор, который образует человек, в перегной почвы. Почвенные бактерии превращают перегной в минеральные вещества. Минеральные вещества нужны растениям для роста. Клубеньковые бактерии обитают в почве на корнях растений и обогащают почву азотом, который нужен растениям. Бактерии участвуют в создании полезных ископаемых на Земле. Бактерии – это универсальные разрушители, мусорщики. Они могут разложить любые органические и многие неорганические вещества. Без них был бы невозможен ни один круговорот веществ. Бактерии разлагают остатки растений и животных, участвуют в круговороте веществ в природе. В верхнем слое почвы содержатся миллионы бактерий на 1 грамм, то есть примерно 2 тонны на гектар. Некоторые почвенные бактерии способны поглощать азот из воздуха, используя его в процессах жизнедеятельности. Это азотофиксирующие бактерии, которые живут самостоятельно или поселяются в корнях бобовых растений. Проникнув в корни бобовых, эти бактерии вызывают разрастание клеток корней и образование на них клубеньков. Их называют клубеньковыми. Бактерии в организме человека – это невидимый орган. Наш организм
не мог бы функционировать без множества микроорганизмов, которые живут как на поверхности нашей кожи, так и внутри нас. Наш организм представляет собой сложную экосистему, которая функционирует по своим законам. Для поддержания здоровья и долголетия необходимо ответственно и бережно подходить к работе и жизнедеятельности нашей собственной экосистемы. Кишечная микрофлора представляет собой необычайно сложную систему, более 10 тысяч миллиардов, что составляет более 500 видов бактерий, их около 2 килограммов. У каждого человека своя собственная микрофлора. Наиболее популярны молочно-кислые микроорганизмы. Функции бактерий в организме человека. Кишечная микрофлора оказывает подавляющее действие на размножение болезнетворных бактерий и таким образом предотвращает развитие инфекций, тем самым вырабатывая иммунитет. Бактерии в кишечнике также образуют и всасывают витамины. Бактерии переваривают углеводы. Строение бактериальной клетки. Большинство бактерий имеет 3 оболочки. Это клеточная мембрана, клеточная стенка, слизистая капсула. Непосредственно с содержимым клетки, цитоплазмой, соприкасается клеточная мембрана. В бактериальной клетке есть нуклеоид и различные органоиды. А теперь более подробно поговорим о каждом элементе. Капсула – это слизистая оболочка снаружи клеточной стенки. Функции ее: защищает, удерживает воду, транспортирует и хранит вещества, придает форму клетке, объединяет клетки в колонии. Клеточная стенка выполняет следующие функции: определяет и сохраняет постоянную форму бактерии, защищает клетку от действия механических и осмотических сил внешней среды, участвует в регуляции роста и деления клеток, обеспечивает связь с внешней средой. Мембрана обладает избирательной проницаемостью. Через нее проходят молекулы белков, жиров и углеводов. Цитоплазма – это внутренняя жидкая часть клетки. У бактерий нет ядра. Вместо него есть сгусток цитоплазмы, в котором находится молекула, несущая информацию, молекула ДНК. И называется это нуклеоид, что в переводе означает подобный ядру. Рибосомы. Каждый организм вырабатывает белок. Бактерии не исключение. У них тоже есть части, вырабатывающие белок, и называются они рибосомы. Они распределены по всей клетке. Жгутик бактерий необходим для движения, но не все бактерии обладают жгутиком. Не все они способны к передвижению. Не все бактерии имеют и особые ворсинки – пилии, которых существует 2 вида. Одними бактерия прикрепляется к необходимым поверхностям, другие служат для передачи информации между бактериями. Внутри бактерии находится запасное питательное вещество в виде различных включений. Плазмиды – это небольшие дополнительные молекулы ДНК, несущие только несколько генов. Они не являются обязательными. Формы клеток бактерий. Различают палочковидные бактерии, бациллы, веретеновидные палочки, шаровидные бактерии, коки, диплококи, стафилококи, похожие на кисть винограда, стрептококи, похожие на нить бус, сарцины, стебельковые бактерии, вибрионы, спирилы, шестиугольные клетки, звездообразные бактерии, тороиды.
Посмотрите, как выглядят колонии бактерий, выращенные в лаборатории. Питание бактерий. Часть бактерий питается автотрофно, часть гетеротрофно. Автотрофы сами образуют органические вещества из неорганических, могут использовать энергию солнечного света или энергию химических реакций. Гетеротрофы питаются готовыми органическими веществами. Сапротрофы извлекают питательные вещества из мертвых тел. Паразиты питаются органическими веществами живых тел. Это интересно. Давайте посмотрим, что же такое черные курильщики. На дне океана, в рифтовых долинах, срединных океанических хребтов, сквозь толщу коры вырываются под давлением струи очень горячей воды. Это та вода, которая по трещинам проникла в океаническую литосферу и там разогрелась за счет вулканического тепла до 300-400 градусов. Пониже, где стенки трубы имеют толщину 4-6 см, а температура равна 100-120 градусам, живут бактерии. Сплетение миллиардов бактериальных клеток, способных, как ни странно, выживать при столь высоких температурах, образуют так называемые маты или подушки площадью до несколько квадратных метров и толщиной в несколько сантиметров. Ниже, при температуре 50-80 градусов, бактерии вытесняются помпейскими червями. Это единственные животные на Земле, способные выживать при таких высоких температурах. Ученые назвали их помпейскими червями, потому что они, как жители древних Помпей в Италии, живут на краю вулкана, который может в любое мгновение погубить их. Еще ниже, в отдалении от устья курильщика, там, где температура опускается ниже плюс 40 градусов, видны сплетения белых трубок, гигантских до 2,5 метров червей с ярко-алыми щупальцами. Это паганофоры, несущие бороду. Они питаются за счет бактерий, которые синтезируют органические вещества за счет энергии химических реакций. Размножение бактерий. Размножаются бактерии при благоприятных условиях делением одной клетки на две через каждые 20-30 минут. Споры бактерий. Для того, чтобы переносить неблагоприятные условия, бактерии научились образовывать споры, особые формы бактерий. Они образуются путем высыхания бактерий внутри своей оболочки, уменьшаясь в размерах. Споры – это защитная форма в неблагоприятных условиях существования. Это своеобразные покоящиеся клетки. Они обладают высокой устойчивостью к высушиванию, действию повышенной температуры и химических веществ. Бактерии-паразиты. К ним относятся возбудители тифа, холеры, дифтерии, дизентерии, коклюша, столбняка и другие. Бактерии-сапротрофы. Это бактерии гниения и брожения, молочно-кислые и почвенные бактерии. Суперантибиотик живет в земле лепреконов. Суперантибиотиками, взятыми из земли, сегодня уже никого не удивить. Почва, которую они анализировали, располагалась на территории графства Фермона, что в Северной Ирландии. Та земля издревле считается целебной. 1500 лет назад там жили друиды. Их рецепты, впрочем, до наших дней не дошли. Зато прекрасно сохранился вековой рецепт более поздних ирландских поселений. Нужно взять небольшое количество почвы, завернуть в хлопчатобумажную ткань и приложить к больному участку. Так лечили зубную боль, инфекции горла и шеи и многое другое.
Свежевыкопанное антибактериальное вещество представляет собой не что иное, как бактерию Streptomycet myrrhapharea. Многие бактерии играют большую роль в жизни человека, некоторые из них приносят пользу. В природе есть такой процесс, который называется брожение. В процессах брожения большую роль играют различные бактерии. Например, молочно-кислые бактерии. Это бактерии, которые питаются молочным сахаром, лактозой и превращают его в белок, казеин. Используются в пищевой промышленности для получения молочно-кислых продуктов – кефира, творога, сыра. Эти же бактерии участвуют в процессе квашения овощей, например, капусты, и в процессе изготовления силоса – это питательная добавка к пище для скота. Молочно-кислые бактерии используются для приготовления молочно-кислых продуктов, закваски капусты, засолки помидоров и огурцов. Чрезмерное их образование приводит к порче продуктов. Бактерии – лекарства. С помощью микробов делают лекарства и витамины, получают красители, производят удобрения. Бактерии используются в геологии для добычи нефти и природного газа. Есть также бактерии-экологи. Они очищают сточные воды и перерабатывают отходы. Фиолетовые бактерии, например, могут превратить человеческие отходы в чистую энергию. Фиолетовые фототрофные бактерии относятся к самой большой и разнообразной группе бактерий. Все они фотосинтезируют, но в отличие от растений и водорослей, они используют инфракрасный свет в качестве источника энергии для своего существования. Это дает им цвет от коричневого до красного, включая фиолетовый. Если бы не было бактерий, Земля покрылась бы кучей мертвого вещества, и мы бы просто утонули в нем. Если бы бактерий не было, минеральные вещества в почве исчерпались. Не было бы пищи растениям, погибли бы растения, закончился кислород в атмосфере. Другими словами, жизнь на Земле исчезла бы. Но есть также и болезнетворные бактерии-паразиты. Болезнетворными являются паразитические бактерии, вызывающие инфекционные заболевания у человека, животных и других организмов. Yersinia pestis или чумная палочка. Встречается обычно на мелких животных и на обитающих в них паразитах – блохах. К человеку передается через укус зараженной блохи. При прямом контакте с инфицированным материалом или воздушно-капельным путем от зараженного. Бацилла чумы, попав в организм человека, поражает лимфатическую систему. В результате ее размножения лимфатические узлы увеличиваются и разрываются, выбрасывая бактерии и токсины в кровь. Если не будет лечения антибиотиками, человек умирает в течение недели в результате кровотечения. Эта древняя бактерия стала причиной возникновения пандемий, известных как Юстинианова чума, возникшая во время правления византийского императора Юстиниана I и унесшая 100 миллионов жизней. И черная смерть, прошедшая в середине XIV века по Азии, Европе, Северной Африке и острове Гренландия, в результате которой погибло 60 миллионов человек. Сейчас от чумной палочки умирает 2000 человек ежегодно. Болезнетворные бактерии: дифтерия, чума, пародонтит, бруцеллез. Гнилостные бактерии: кластридиум, дизентерийная палочка, туберкулезная палочка. Ботулизм. Пищевой ботулизм является тяжелой, потенциально смертельной, но относительно редкой болезнью. Это отравление, обычно вызываемое в результате потребления
Ботулизм не передается от человека к человеку. Возбудитель ботулизма обитает в почве, навозе, экскрементах животных, попадает в организм с плохо обработанными пищевыми продуктами, ветчиной, колбасой, домашними консервами, особо опасны грибы. Бактериальные инфекции, такие как туберкулез, воспаление легких или чума, унесли больше жизней, чем все войны в человеческой истории. Эффективно бороться с ними человечество научилось только в 20 веке с появлением пенициллина. Однако широкое и не всегда разумное использование антибиотиков стимулировало ответные действия. Бактерии стали вырабатывать механизмы защиты. В начавшейся гонке вооружений человечество уверенно лидировало всю вторую половину столетия, но сейчас ситуация изменилась. Ученые наблюдают появление резистентности к средствам последнего резерва, в то время как за последние 15 лет не было открыто ни одного нового класса антибиотиков. Микроорганизмы – древнейшее царство на Земле. Его представители заселяют даже арктические льды и кратеры вулканов, а мы для них лишь разновидность питательной среды. Вирусы, бактерии и археи всегда конкурировали за ресурсы. В ходе этой борьбы эволюция создала множество средств нападения и защиты. Некоторые из них люди позаимствовали у природы и назвали антибиотиками. Открытие первых антибактериальных средств задало направление и методологию поиска новых соединений. Но успехом в этой области сопутствовало распространение злоупотребления антибиотиками. Наиболее значимые факторы риска появления устойчивого штамма – это использование антибиотиков в сельском хозяйстве, неоконченный курс лечения или неправильно выбранный препарат. Антибиотики работают по-разному. Одни разрушают клеточные стенки, другие атакуют рибосому, не позволяя клеткам вырабатывать белок. Но против каждого типа воздействия бактерия может обзавестись механизмом защиты. Такой механизм требует больших затрат ресурсов, что создает неудобства для клеток, но когда речь идет о выживании, то все средства хороши. В местах скопления инфекций, например, в больницах, бактерии существуют в боевых условиях, они накапливают и используют полученный опыт. В результате появляются инфекции, способные противостоять большинству современных антибиотиков. Благодаря механизму горизонтального переноса генов бактерия может не только создавать технологию защиты, но и делиться ею с другими бактериями. В обострившемся конфликте выживают наиболее защищенные бактерии. Включается сильнейший механизм приспособления – естественный отбор. В то же время поиск новых антибиотиков наталкивается на целый ряд трудностей. Пенициллин был получен из плесневого гриба, но в дальнейшем роль продуцентов чаще доставалась бактериям. Однако естественная среда обитания большинства из них столь прихотлива, что воссоздать ее в лаборатории очень сложно. Другая проблема – экономическая. Поиск новых антибиотиков стоит дорого, а как только резистентность к найденному лекарству распространяется, оно становится ненужным. Но работа по поиску новых и совершенствованию старых антибиотиков продолжается. Благодаря молекулярному моделированию появляются препараты, сочетающие в себе сразу несколько видов воздействия, и бактериям сложнее вырабатывать к ним устойчивость. Также бактерии поражают растения. Итак, защитим себя от болезнетворных бактерий. Посмотрим, как правильно мыть руки. Увлажните руки водой, возьмите достаточное количество мыла, потрите одну ладонь о другую. Переплетите пальцы, растирая ладонь о ладонь. Правой ладонью разотрите тыльную поверхность левой кисти. Левой ладонью разотрите тыльную поверхность правой кисти. Соедините пальцы в замок. Поменяйте руки. Охватите большой палец левой руки правой ладонью и потрите его круговыми движениями. Охватите большой палец правой руки левой ладонью и потрите его круговыми движениями. Круговыми движениями вперед и назад, сомкнутыми пальцами правой руки, потрите левую ладонь. Поменяйте руки.
Сполосните руки водой. Тщательно высушите руки одноразовым полотенцем. Теперь ваши руки безопасны. Итак, дорогие ребята, сегодня с вами мы узнали о строении бактерий, поговорили о том, какую роль играют бактерии для жизни на Земле, рассмотрели, какие бактерии приносят человеку пользу, увидели, какие бактерии являются опасными для человека и как от них защититься. Обратите внимание на информационные ресурсы, которые были использованы для подготовки к уроку. Надеюсь, вам все было понятно и интересно. До свидания, ребята, до новых встреч!